Время новостей Татарстана на ТНВ. В студии Алексей Калиничев. Здравствуйте. И вот о чем пойдет речь в выпуске. Мужчина спас годовалого ребенка с горящего дома. Разбил стекло, залез внутрь. Вытащил ребенка. А герой нашего времени – Салават Мухаммадуллин. Площадь Тукая, борьба за остановку. Надоели, честно слово. Вообще кошмар просто. Кто прав, кто виноват в данной ситуации и когда разгрузится центр города. Ситуацию изучила Лейсан Сабирова. Крепкая связь. Представьте, если у меня нет интернета, значит, уже это катастрофа, я не знаю, как другие. Такие вопросы обсудили на итоговой коллегии Министерства связи и информатизации республики в репортаже Альбины Асфагараевой. Показали мастерство. В университете такому не учат. Как прошел чемпионат WorldSkills в Татарстане? Лина Зинатуллина. Герой среди нас, житель Верхнеуслонского района, совершил настоящий подвиг. Рискуя собственной жизнью, он вынес из горящего дома соседского годовалого малыша. Пожар случился в 3 часа ночи, родителей не было, работали, ребенок был с бабушкой. И так уж случилось, что ближе соседа никого рядом не оказалось. О том, что не перевелись еще настоящие герои на Руси. Салават Мухаммадуллин. Как вакуум там был, там уже все плавилось, пластик плавился, температурный уже. Он не думал ни минуты, хотя и не было у него этих минут размышлений. Он просто знал, что там за пеленой дыма годовалый малыш. Денис Черновский просто сосед и просто хороший парень, который рискнул собственной жизнью ради чужой. Сразу побежал уже в сторону спальни. Так как я уже знал расположение этой спальни, принял меры, разбил стекло, залез внутрь. Он разбил окно, потому что в дверь уже было не войти. В 3 часа ночи спящий дом моментально охватил огонь. Это все, что осталось от внутренности дома. На этом месте стояла плита, это и есть предполагаемый очаг возгорания. Женщина, увидев огонь, попыталась отключить подачу газа, но не смогла. У бабушки ребенка загорелись волосы, и она выбежала на улицу, а малыш остался в дальней комнате. Но он кричал, от боли, видать, уже такой. Я, как говорится, вытащил его, передал другу здесь. Денис – обычный продавец-консультант в соседнем селе. Но физическая подготовка, говорит, осталась еще с армии. От обычного соседа, наверное, никто и не ожидал подобного героизма. Но именно благодаря таким, как он, тем, кто оказался на месте трагедии еще до приезда спасателей, поклон до земли от родителей всех спасенных. И отдельная благодарность от МЧС. Вопрос о награждении государственной или ведомственной наградой гражданина Черноостровского Дениса Николаевича направлен руководству МЧС России по Республике Татарстан. Тот, кто обязан теперь Денису вторым рождением, сейчас ДРКБ, получает всю необходимую медпомощь. Его спаситель свой поступок особенным не считает, но уверен, они с малышом еще не раз вместе отметят его день рождения. В моем месте любой человек должен поступать так же, как и я. Салават Мухаммадуллин, Ренат Сафин, ТНВ, Высокогорский район. Пожарные извещатели помогли бы избежать трагедии. Спасатели сегодня на итоговой коллегии попросили у президента 3 миллиона рублей как раз на финансирование этой системы. Как еще обеспечат безопасность татарстанцев, в репортаже Александры Севастьяновой. Груда обгоревших бревен, весь снег в саже и лишь печь костяной. Так закончился страшный пожар в Лениногорском районе, а вместе с ним и жизни 6 жильцов, матери и 5 детей. Дом отапливался дровами, использовали самодельные электронагреватели. Трагичный случай побудил к действиям. В домах, где проживают неблагополучные семьи, начали устанавливать пожарные извещатели. Всего за 2016 удалось установить более 7 тысяч датчиков по Татарстану. В 2017 программу планируют продолжить и разделить на 2 этапа. Цена вопроса – 3 миллиона рублей. На первом этапе установить пожарные извещатели в семьях, где проживает 5 и более детей. Это благополучные семьи, но требующие особого внимания и заботы о них. Во втором этапе мы предлагаем установить извещатели в местах проживания 1720 инвалидов, стоящих на патронтажном учете в органах соцзащиты. Первые результаты уже есть. Пожарная обстановка улучшилась. Это в целом. Но в ряде районов проблемы обостряются. Гореть стали чаще в Актанышском, Бавлинском, Муслюмовском, Сармановском и еще нескольких районах. В сравнении с развитыми странами на пожарах мы теряем людей в разы больше. Безусловно, это показатели отражают не только работу пожарных,
они напрямую связаны с качеством жизни людей и их мировоззрением. Мировоззрение менять медленно, но верно и обучать постоянно. С пожарными это уже практикуют. Сегодня открыли всероссийские соревнования на Кубок премьер-министра Татарстана по пожарно-прикладному спорту. Беспрецедентное число участников – более 450 человек из 24 регионов России. Александр Севастьянова, Александр Лобанов, ТНВ, Казань. И связь крепка, и трафик очень быстрый. Новым резидентом Иннополиса станет филиал Института Минобороны России. Такой приказ уже подписал Сергей Шойгу, и об этом сегодня сообщил министр связи России Николай Никифоров. Он прибыл в Иннополис на итоговую коллегию Минсвязи Татарстана. Об отмене мобильного рабства и об инновациях в информатизации Альбина Салгараева. Все же это коллегия Министерства связи и информатизации, а потому были особенности. Так, например, гостям не раздавали привычные информационные листовки, а рекомендовали скачать приложение на свои гаджеты и через него ознакомиться с необходимой информацией. До начала без бумажного совещания гостей окунули в виртуальную реальность. Президент республики в 3D-очках насладился видом Альпийских гор. Тут же робот, который спасает людей уже в реальных чрезвычайных ситуациях. Банковский бизнес не остается в стороне. Даже сладости информативные на фантиках, ссылка на приложение. Рустаму Миниханову досталась конфета с мобильным кошельком. Пользуйтесь порталом госуслуг Татарстана. Здесь 240 электронных услуг, из них 10 запустились в прошлом году. Более 83 миллионов раз татарстанцы воспользовались электронной услугой. Платежей провели на 11 миллиардов рублей. Это больше, чем в целом по всей стране. Наиболее популярные платежи – это оплата услуг ЖКХ, оплата штрафов за нарушение правил дорожного движения, оплата услуг связи и пополнение карты школьного питания. Не только услугами электронными, связаны одной цепью информационной, образование, здравоохранение, культура, экономика. И если раньше на коллегии обсуждали количество абонентов, сегодня говорят о кибербезопасности. Мы видим, насколько мы электронно зависимы, и если мы не будем решать вопросы безопасности, кибербезопасности, сегодня любое предприятие, любое ведомство, оно может оказаться под серьезной угрозой. У министра связи с Татарстаном особая связь. И к Иннополису, как признался Николай Никифоров, особое отношение. Работают уже 85 резидентов. На квартиры очереди, университет переполнен. Задача привлечь еще больше инвесторов. Один из новых резидентов разработает программное обеспечение, которое встанут на страже всей страны. В январе 2017 года министр обороны Российской Федерации, генерал армии Сергей Кожегетович Шойгу подписал приказ о создании филиала 27-го ЦНИИ Минобороны здесь, в Иннополисе. Слова скрепили подписями соглашения между Пенсионным фондом России и Татарстаном. В Иннополисе появится информационный центр фонда. Здесь же будут готовить специалистов для него. Договорились и с Uber. Соглашение поможет сделать татарстанцев еще более мобильными. Альбина Салгараева, Амир Залюшев, ТНВ, Иннополис. 3 дня и 3 ночи в Казани завершается региональный чемпионат WorldSkills. Стокари, плотники, ювелиры, повара такого количества золотых рук на одной площадке в Татарстане еще не собирали. Лучшие из лучших получат шанс попасть уже в российскую сборную WorldSkills. Каким выдался финишный день WorldSkills, расскажет Лина Зинатуллина. Все вы знаете башню Сюмбике. И мы решили взять ее за основу. Бизнес с нуля. Алина Алтынбаева и Ранис Хафизов – будущие предприниматели. Тему «Народные промыслы» получили прямо на конкурсе и за час придумали сувенирные шкатулки в виде башни Сюмбике. В университете такому не учат. И то есть у нас здесь эксперты, именно реальные бизнесмены, которые говорят: нет, ребята, так не работает. Конкурс развернулся и в Казанском аэропорту. Здесь участники компетенции «Сервис» на воздушном транспорте столкнулись с целой чередой проблемных ситуаций. От недостающей печати до оружия в багаже и пьяных пассажиров. Пассажиры бывают разными. Мы должны делать, чтобы ему было комфортно, чтобы он чувствовал себя в безопасности. Пока одни провожают на самолеты, другие их строят. Одна из компетенций – обслуживание авиатехники. Я клепаю деталь под названием кронштейн. Такие специалисты на Казанском вертолетном заводе на вес золота, а значит, эти ребята уж точно без работы не останутся. Впрочем, как и многие здесь. Сейчас импортозамещение и развивается авиационная отрасль. Это очень востребовано. А на площадке у портных хоть и тихо, но работы не меньше. Продумать целый образ. Ушло много времени на платье, только 6 часов, и 9 часов на жакет. 70 компетенций, десятки площадок по всей республике, 1500 участников и сотни экспертов. Такой он региональный WorldSkills Татарстана. И взлет популярности рабочих профессий только начинается.
Сегодня завершающий день регионального этапа конкурса, и все участники уже представили результат своего трехдневного труда. Вот, например, работы парикмахеров. Жюри определит лучших молодых профессионалов, которые в мае отправятся в Краснодар, чтобы представить Татарстан уже на национальном этапе WorldSkills. Лина Зинатульна, Данил Филатов, ТНВ, Казань. Имена победителей в эти минуты объявляют в Международном информационном центре. Уже есть первые награды. На месте работает моя коллега Аделя Коломеец. Аделя, здравствуй. Так кто же представит Татарстан в Краснодаре? 3, 2, 1. Ура! Добрый вечер, Алексей. Вот они, победители. И вот какая атмосфера сейчас царит в Международном информационном центре. Ребята, поздравляю всех. Очень феерично сегодня проходит церемония закрытия регионального чемпионата молодых профессионалов WorldSkills. Думаю, режиссеры сейчас вам все покажут. 3 дня упорной борьбы, 1500 участников, более 100 компетенций. В этом году организация была на высшем уровне, отметил в интервью министр образования Энгель Фатаков. Но главное, что победителями, нашими татарстанскими ребятами, уже интересуются за рубежом. Если ребенок выиграл этот чемпионат, вот, WorldSkills выиграл по холодильному оборудованию. Сейчас его просят и из Европы, и другие страны его просят. Поэтому на всю жизнь этот человек получил свою профессию, гарантированное рабочее место и гарантированная заработная плата. Вот такие у нас соревнования, не только спортивные. Вот определяет судьбу этих детей. Это самый, как сказать, мы первый раз в таком масштабном шоу участвуем, поэтому мы очень рады, что вот так все получилось. Спасибо огромное. Строители, ювелиры в общей сложности награды сегодня получат около 200 ребят. А уже в марте они отправятся в Москву, где пройдет еще один отборочный этап перед национальным чемпионатом в Краснодаре. А дальше мечта каждого – международное состязание в Абу-Даби в октябре. У меня на этом все. Алексей. Спасибо, Адель. Это было прямое включение из Международного информационного центра WorldSkills. К другим темам. Не оценили по достоинству в Татарстане намеренное приструнить всех, кто завышает или же занижает реальную стоимость имущества. Об этом сегодня сообщили на коллегии Минземимущества. Государственное и муниципальное имущество Татарстана в минувшем году принесло бюджету республики более 5 миллиардов рублей. При этом без малого 1000 объектов используются неэффективно. По всем видам собственности расписали план, чтобы все работало как надо. Вы смотрите новости Татарстана, и вот о чем далее. Новый дом на Оренбургском тракте. Конец, все хорошо, все построили. После 6 лет ожидания соципотечники получили свои ключи. Как это было, расскажет Альбина Минибаева. Благотворителем может стать каждый. Спасибо большое, что существуют такие фонды. О доброй карте Казани. Елена Новгородцева. Готовьте сани летом. Строительство собора Казанской Божьей Матери нужно закончить в теплый период, чтобы к зиме оставить только отделочные работы. Об этом сегодня говорил Ментимир Шаймиев на выездном совещании. Напомним, что строительные работы начались прошлым летом, уже забетонировали 24 колонны, сейчас работы идут полным ходом. Вместе с храмом восстанавливается его уникальный пещерный храм. Работы много. Это нас радует. Действительно, мы оттолкнулись очень хорошо от фундамента. Мы с вами люди опытные. Конечно, мы должны уже к зиме войти и с удовольствием работать внутри. Для успеха ассоциации нужна кооперация. Не вся фермерская продукция доходит до прилавков на выгодных условиях. В помощь фермерам в этом году решено увеличить число сельхозкооперативов. О том, какие перспективы они откроют производителям, расскажет Рамиль Шайдулин. Почти треть молока от фермеров и КФХ, 40% мяса также от малых форм хозяйствования. Поставлять эти товары в торговые сети и в этом году планируют через кооперативы. Здесь мы, если винили чуть раньше торговые сети, практически мы не были готовы для того, чтобы поставлять качественную, упакованную, хорошую, соответствующим требованиям в торговые сети. Сельхозкооперативов сегодня чуть более 200, а должно стать на порядок больше. За это радеют Минсельхоз и сами фермеры. Опыт показал, что продавать молоко или мясо своими силами не совсем рентабельно.
Но по-настоящему успешным оказался формат агропромпарков. И таким, что опыт Челнов и Казани отдельные энтузиасты планируют использовать и в районах. Это цепочка, где первым звеном является заинтересованность сельского жителя в производстве продукции и услуг. Мы, мне кажется, с мертвой точки серьезно сдвинули. Так, свой агропромпарк к 2022 году должен появиться в Верхнем Услоне. Название лаконичное «Услон», сметная стоимость $500 миллиарда рублей. Там будет 9 заводов. Завод по переработке молока, по глубокой переработке мяса, форельный завод, теплицы и другие заводы. Цель проекта – закупать продукцию фермеров из Кайбецкого, Апастовского, Буинского и других районов Заволжской зоны. Парк будет построен по принципу частного госпартнерства. Рамиль Шайдуллин, Александр Лобанов, ТНВ, Казань. Взяли в кольцо. Настоящая транспортная борьба ежедневно разворачивается в центре города на остановке Площадь Тукая. Автобусы, троллейбусы, таксисты ведут борьбу за место, пренебрегая правилами дорожного движения. Лейсан Сабирова отправилась в специальный журналистский рейд. Центр города, площадь Тукая, 18:30, час пик. Одна остановка, 9 автобусных, 4 троллейбусных маршрутов. Это более 200 единиц техники. И 8 автомобильных маршрутов ежедневно пересекаются здесь. Все как у классиков. Смешались в кучу люди, кони и которые из коней железных в приоритете не важно, потому что в силу вступает закон наглейшего. Пункт 18.3 ПДД. В населенных пунктах водители должны уступать дорогу троллейбусам и автобусам, начинающим движение от обозначенного места остановки. Но не то чтобы тронуться, транспорту даже сложно подъехать к остановке. Таксисты – властелины кольца. А это нормально, что вы здесь стоите? Вы мешаете общественному транспорту? Как будто преднамеренно стоят. Это постоянно так? Вот я не знаю, вы знаете, вот даже сказала ему, уезжайте, и там еще одна машина стоит, такси. Они сужают дорогу, а во-вторых, создают пробки. Вы здесь стоите. Вы понимаете, что вы создаете неудобно вот здесь остановку? Хотя за время ожидания клиента он успел и постоять, и попить кофе, и погулять. Надоели, честно слово. Все кошмар просто. Но подобные помехи не снимают ответственности с водителей общественного транспорта. Несмотря на тесноту, кто-то умудряется по несколько минут постоять на остановке. Другим неудобства создаете, это нормально? У каждого есть свои нюансы такие. Когда приходишь на остановку, стоят автобусы, причем стоят очень подолгу. Это и по 30 минут, и по 20, по 10 минут это как минимум. За счет огромного количества транспорта остановка растягивается до бывшего здания детского мира, а пассажиров высаживают буквально на дороге. Троллейбус останавливается, высаживается во втором ряду, люди бегут к троллейбусам. Народ же может попасть под троллейбус, под автобус между ними бегает, это же плохо. Часто вот так бывает, дорога не дойдет, стоим, здесь 5-10 минут стоим. Больше уж полчаса опоздаем, стоит они. Только за первый месяц года здесь случились 4 аварии. Автоинспекторы проблему признают и держат руку на пульсе. Данный перекресток у нас в постоянном ежедневном наблюдении, контроле. Спокойствия они с нашей стороны, безусловно, не видят водители общественного транспорта. Если тем более игнорируют требования правил дорожного движения. Что касается таксистов, они тоже без нашего внимания не остаются. Инспектора ориентированы на постоянную, периодичную беседу с водителями для того, чтобы они соблюдали правила дорожного движения. В исполкоме разводят руками. И умный светофор установили, и островки безопасности организовали, и въезд на парковку торгового центра ограничили. Но улица Пушкина и Бутлерова, дескать, узкие. Хотя по ширине с Пушкинской мало какая сравнится. Работа данной остановки находится под постоянным контролем. То есть, несмотря на то, что весь подвижной состав у нас находится в системе инструментального контроля, также на линии проводится и регулярная проверка контрольной службы. Но несмотря на такой тотальный контроль, ситуация не меняется, а усугубляется. А новых мер по борьбе не предвидится. Значит, и кардинальных перемен на этом участке пока не ждать. Лейсан Сабирова, Данил Филатов, Амир Залишев, Азат Самигуллин, ТНВ Казань. Первых классов много не бывает. Жителям солнечного города не хватает места в местной школе. По их словам, чтобы попасть в список первоклашек, более 40 человек уже несколько дней и ночей не отходят от дверей образовательного учреждения и стоят в живой очереди. Подробности этой темы смотрите в 21:30. Давайте по-русски тоже.
В Казань сегодня пришли политические бои. Так участники проекта «Политзавод» протестировали в формате телевизионного ток-шоу. Местом встречи стал новый шоурум Высшей школы журналистики КФУ, а главным экспертом действующий политик, сенатор Олег Морозов. Участники рассуждали о Трампе, образовании и допинговом скандале. Победители политических боев определили по числу зрительских голосов. Им стал казанский психолог Марсель Серазиев. Политика – это такая же профессия, как любая другая. Ей нужно учиться, ею нужно овладевать. Взяли новую высоту. Сегодня начали заселять соципотечный долгострой на Оренбургском тракте. Сроки сдачи переносились несколько раз. Жильцы выходили на пикеты. Наша съемочная группа выезжала на Оренбургский тракт с завидной регулярностью. И сегодня Альбина Минибаева разделила радость со счастливыми новоселами. Пошли вместе. Маленький Рома первый смотрит и оценивает новую однушку. Его родители ждали этого заселения 6 лет. И вот на руках долгожданные ключи. Очень долгожданный, очень сильно рад. Вот зашли, ключи сегодня дали. Вот смотрим квартиру. Дом на Оренбургском тракте был в списке долгостроев. Сроки сдачи переносили несколько раз. Только наша съемочная группа сюда приезжала с завидной регулярностью. В этой семье, пока ждали завершения строительства, успел родиться второй ребенок. Еще вчера больше 200 собственников пришли получить протоколы. Сегодня завершают. Заключение договора с управляющей компанией. Дальше процесс съемки квартир. То есть осмотр. Расположение квартиры тоже очень нравится. Вид особенно очень нравится. А некоторые уже начали и переезжать. Вещей в квартире НЖ Ярулиной пока минимум. Собираемся уже в скором времени переезжать. И думаю, что будет все хорошо. И будем жить счастливо все вместе. Этот соципотечный дом отличается своим благоустройством. Большую детскую площадку сделали ярусной. Она просматривается даже с последнего этажа высотки. Альбина Минибаева, Алексей Алексеев, ТНВ, Казань. В жизни может случиться все, и важна бывает не только материальная помощь, но и духовная поддержка. Для тех, кто оказался в трудной ситуации, в Казани стартовал новый проект «Добрая карта Казани». Елена Новгородцева о том, как каждый может стать благотворителем. От лица нашего фонда от всей души мы бы хотели вам подарить такую замечательную коробку. Маленькая Мелания – это помощь не лишняя. Сегодня этой чудной девочке и ее семье подарили так называемую коробку малыша, где есть все необходимое на первые полгода жизни. Одежда, теплый конверт, пеленки и даже 10 сертификатов на полезную молочную продукцию. Всего 29 позиций. Спасибо большое, что существуют такие фонды. Очень большая поддержка. Аналогов проекту «Коробка малыша» в нашей стране нет. Но в нынешнем году благотворители планируют расширить границы и помогать многодетным и малообеспеченным семьям, где появился малыш, во всех районах Татарстана. Идея состоит в том, чтобы обеспечить детей, которые родились в семьях с трудной жизненной ситуацией, всем необходимым на 6-месячный период, на первый сложный 6-месячный период. Добрый день. Спасибо. Уже с начала года в Казани стартовал еще один проект благотворительного фонда «В твою пользу». Называется он «Добрая карта». Стоимость всего 50 рублей, но в этой раскладной книжке очень много полезной информации для всех. В «Доброй карте» перечень всех проверенных благотворительных организаций, а те, кто остро нуждается в помощи, смогут получить контакты, где точно помогут. Механизм прост. Сумма при покупке уходит в благотворительный фонд, а «Добрую карту» можно передать или подарить всем тем, кому она очень нужна. Елена Новгородцева, Алмаз Зиединов, ТНВ Казань. Вечерний эфир ТНВ продолжит программу «Вызов 112». Поехал пьяный, за выпивкой насмерть сбил человека. Все подробности через несколько минут. Далее о спорте и погоде. И увидимся в 21:30. Иногда ипотека бывает неподъемной. Мы подготовили для вас отличное предложение. Квартиры в ипотеку от 8,49% в новом жилом комплексе «Садовое кольцо». Акташ Инвест. Доверьтесь нашему опыту. Автоцентр марка Nissan заявляет: торг уместен. Ищешь новый Nissan на лучших условиях? Приходи, поторгуемся. О цене договоримся и подарками завалим. Казань, Чуйкова, 54Б. Звони 4 пятерки 3 единицы. Погрузись в захватывающий мир науки. Такого ты еще не видел. Магия. Тайны. Приходи и посмотри на это собственными глазами.
Оптово-розничному торговому центру «Порт» 1 год, и он становится на 20 тысяч квадратных метров больше. В 12 часов дня торжественное открытие 3-го корпуса. Увлекательный праздник и подарки для всех. Только 5 февраля. Оренбургский тракт возле остановки РКБ. Врач-психотерапевт Фарис Галямов приглашает больных с различными хроническими заболеваниями и всех желающих сохранить свое здоровье. Лечим остеохондроз, сколиоз, грыжи диска позвоночника, аллергию, энурез, бесплодие, заболевания нервной системы, депрессию и многое другое. Телефон для справок 522 10 38, код города 8 843. В поисках выгодного предложения ипотеки вы обходите много адресов. Заоблачное, высокое, среднее, рыночное. Но если вы ищете низкую ставку, запишите. Выгодная. Банк Аверс. Здесь живет доступная ипотека с государственной поддержкой. Банк Аверс. Доступная ипотека здесь. Где выгодно купить шубу? Ну, конечно, в магазинах меховой фабрики «Елена Фурс». Лучший выбор шуб с выгодой 50 тысяч рублей. 50 тысяч? А в рассрочку можно? Ну, конечно. В рассрочку еще выгоднее. И при покупке шубы любой жилет за полцены. Меховая фабрика «Елена Фурс» в Меге. В лаборатории «Манол» каждый день кипит работа. Наши инженеры разрабатывают новые формулы, чтобы двигатель работал чище, дольше, стабильнее, мощнее. Уникальные инновации «Манол». Это немецкий взгляд на то, каким должен быть ваш автомобиль. Совершенство доступно. Agarda siz chin ma'nosida grandios tomosha kutgan bo'lsangiz, 25 fevral kuni Piramida konsertlar zalına kelingіз. Bulg'ar radiosi milliy muzikal premiyasini topshiruv tantanasida borsida bo'lacak. Добрый вечер. Время новостей «Спорт» на ТНВ. В студии Алмаз Гафиятов. Уже завтра в поселке Юдино стартует юбилейный 50-й Казанский лыжный марафон, призовой фонд которого составит более 1 000 000 рублей. На старт выйдут почти 700 спортсменов, в числе которых лыжники сборной Татарстана, а также паралимпийская сборная России. Отметим, что Юдинская трасса лучшая на сегодняшний день, где есть и равнинная часть, а также этап со сложным рельефом. Всего будет 3 заезда на 50, 25 и 5 километров. Ограничений по возрасту не будет. Самому взрослому участнику 79, а самому юному всего 12. Марафон пройдет на стадионе «Локомотив». Участники 5-километровой дистанции выйдут на старт в 10 утра. Те планы, которые с вами вместе написали и сами же выполняем, мы пока ждем только хорошую погоду. Спортсмены все заявились. И надеюсь, мы проведем этот марафон не только как спортивное соревнование, а такой масштабный, интересный, спортивным культурным праздником, который еще раз даст толчок развитию лыжного спорта в нашей республике. Второе крупное поражение хоккейного «Акбарса». После разгрома от нижнекамцев команда Белелединова уступила в Тольятти. Местный «Лада» открыла счет уже на первой минуте встречи. Шайба на счету Андрея Иванова. Не прошло и минуты, Антон Шенфельд во второй раз огорчил Эмиля Гарипова. А под занавес периода уже Никита Филатов отправил гол в раздевалку. Дальше казанцы бросились вперед, но до взятия ворот дело не дошло. Более того, за секунду до финальной сирены броском в пустые ворота Георгий Белоусов устанавливает окончательный результат – 4-0. Акбарс потерпел второе подряд крупное поражение. В следующем поединке команда сыграет против Салавата Юлаева. 14 февраля прямая трансляция на нашем телеканале. Рад за Илью, за ребят, что в третьем периоде выстояли меньшинство и сыграли на ноль. Спасибо за то, что поддерживали. К сожалению, надежду мы смогли держать полсезона. Второй половине сезона эта надежда умерла, но большое им спасибо, что поддерживали нас. Параллельно с хоккейным поединком баскетбольный «Уникс» проводил матч Евролиги. В Казань пожаловал один из грандов «Олимпиакос». Все решилось еще в первой половине, которую хозяева проиграли вчистую. Греки сразу взяли на вооружение дальние броски. И в первой четверти забили 7 трехочковых. Разница -20 в баскетболе отыгрывается часто, но не с таким соперником и не в этой встрече. Лидер гостей Эрик Грин попадал практически со всех дистанций. Лишь в третьей партии подопечным Евгению Пашутину удалось превзойти оппонента. Однако в конечном результате это не отразилось. 75-90 в следующем туре 9 февраля «Уникс» примет дома мадридский «Реал». И это все новости спорта к данной минуте. Будьте здоровы и занимайтесь спортом. До свидания.
Здравствуйте! Поговорим о погоде в ближайшие несколько минут. Небо прояснилось, температуры значительно понизились. 4 февраля ясная погода без осадков на юго-востоке республики. Температура воздуха минус 17. Небо северо-востока республики прояснилось, тут без осадков и солнечно. Столбики термометров покажут минус 18. На севере Татарстана малооблачно, без осадков, около 18 мороза. В Арске, в Кукмаре, Балтаси также без осадков и морозно. Столбики термометров покажут минус 20. На юго-западе, в Болгаре, Буинске, Дрожжаном ночные температуры до 20 градусов ниже нуля, днем около 16 градусов со знаком минус. Для жителей центральных районов республики 4 февраля будет ясным и морозным. Столбики термометров покажут минус 18. Последующие сутки существенных изменений в погоде не ожидается. Завтра в Казани ясно, без осадков. Температура воздуха ночью минус 18-20, днем 16-18 мороза. Ветер западный, умеренный, до 3 метров в секунду. Атмосферное давление повысилось и завтра составит 763 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 76%. О погоде все. В студии была Лейла Латыпова. До встречи на ТНВ.